Это то, чем практически никто не занимается, а на самом деле это является очень благодатной почвой для реконструкции осетинского языка. Вот об этом я хочу в третьей части нашей встречи как бы сказать. Ну, ситуация такова, что 4 всего письменных памятника, которые дают нам возможность свидетельствовать о том, каким был наш язык 500, 600, 700 лет назад. На этом и ограничимся? Или есть другие способы восстановить, реконструировать наш язык? Есть. И они достаточно объективны. А как, если нет письменных свидетельств, каким был осетинский язык, допустим, в XIII веке, в XIV веке, то как можно его восстановить? Может, имена? А осетинских имен исконных 1-2 и обчелся. Топонимы? А топонимы, да, это хороший материал, но он очень ограничен. Логика построения слов. Ну, вот на Башкирское царство достаточно много. Дело в том, что это все-таки скифский язык, и значит, нам бы желательно восстановить этапы развития осетинского языка. Да, топонимия Северного Кавказа дает хороший, но кто у нас этим опять же занимается? А ведь если взглянуть на соседний ареал, особенно западный, огромное число топонимов, который начал собирать Василий Иванович Абаев, но, к сожалению, тогда ни картография, ни лексикография того периода не позволяли ему, значит, он практически все делал в условиях полевых исследований. Времени и сил на это у него, конечно, было недостаточно. Самый большой пласт осетинского языка лежит в языках народов Северного Кавказа. Сравнительная лингвистика. Конечно. Дело в том, что недавно я говорил с коллегой, заведующей кафедрой Карачаево-Балкарского языка Карачаево-Черкесского университета. И спросил ее, делают ли они три пирога. Нет, они любят осетинские пироги, но 3 пирога они не делают. Вообще пироги они делают, но делают какие-то другие. Но делаете ли вы, скажем так, пироги для моления или пироги для праздника? Вот, ритуальные пироги. Нет, не делаем. А тогда что означает тот факт, что в карачаево-балкарском языке есть слово, которое на самом деле состоит из 2 слов? А по отдельности они каждому тюркоязычному человеку понятны. Одно из них означает слово «üç», что означает 3. Для человека, играющего в нарды, это легко, так сказать, понятно, да? «Üç» – 3. А второй компонент этого слова – «калач». Для любого знающего русский язык слово «калач» понятно. По-осетински это означает «артакарзана». Но они не понимают уже вот внутреннюю форму этого слова, о чем свидетельствует то, что оно написано слитно. «Üç», «калач» написано как одно слово. Артахлеб, то есть троехлебие. Хорошо, а что же оно означает? А в словаре, в хорошем словаре, толковом словаре карачаево-балкарского языка, толковом, в 3-м томе приводится это слово и приводится его толкование. Небольшая вечеринка по хорошему поводу. Я и спрашиваю коллег, а
вы делаете на эти небольшие вечеринки, что вы это имеете? Ну, это, говорит, когда день рождения, когда там у ребенка там какой-нибудь инициационный там праздник или что-то такое. А вы делаете на эти небольшие вечеринки 3 пирога? Нет, не делаем. А тогда почему вы их так называете? Ответа нет. Вот это пример того, как народ может утратить родной язык, перейти на другой язык, перейти на другую культуру, забыть свою культурную традицию. Но даже в этом случае сохраняются следы культурного наследия, пускай даже переведенные на вновь приобретенный язык. Вот давайте сопоставим ситуацию. Осетины, делающие 3 пирога, считающие их ритуальными и сакральными. Более того, число 3 относит весь этот ритуал даже не к осетинской, даже не к иранской, а к индоевропейской культурной традиции, в котором число 3 является не просто сакральным, а мировоззренческим, мироструктурирующим, и в котором это все сохраняется, и полностью десемантизированное, то есть потерявшее исконное значение выражения в карачаево-балкарском языке. Так чье тогда это исконное? Значит, этот ритуал, совершенно очевидно, что он иранский и индоевропейский, и вопрос на ответ, вернее, ответ на вопрос, а почему же он сохраняет, каким образом он вообще попал тогда в Карачаево-Балкарский, и для чего карачаевцы и балкарцы называют эти вечеринки словом, понятие которого не является не является родным для их культурной традиции, ответ только один. Это остатки той культурной картины мира, которую не потеряли и которую мы сохранили. Это еще раз подтверждение того, что большинство или многие карачаевцы и балкарцы действительно по своему происхождению аланы, и многие карачаевцы и балкарцы согласны с мнением о том, что часть осетин тоже аланы. Разница в наших подходах только в одном. Мы считаем, что потомки алан, часть потомков алан утратила исконный иранский язык и индоевропейскую культуру, перешли на тюркский и стали современными карачаевцами и балкарцами. Наши коллеги в тех краях считают с точностью до наоборот, что часть тюркоязычных алан утратила исконный тюркский язык и тюркскую культуру и перешли на язык, правда непонятно откуда взявшийся, иранский, в Северо-Кавказском ареале. Начинают придумывать о каких-то гарнизонах, персидских, которые охраняли Дарьяльское ущелье, что якобы от них перенявшая часть тюрков алан и стала осетинами. Значит, ну вот пример даже, который я привел, показывает, у кого исконная иранская, аланская является родным, а у кого благополучно забытым и утраченным, но сохранившим вывеску, сохранившим свою этикетку. Смотрим на Востоке и пытаемся ответить на вопрос, почему в ингушском языке понятие море выражено осетинским словом. Почему по-ингушски море это форд, не фурд, причем я подчеркиваю, не фурд, то есть не иронская форма, а якобы дегорская, форд.
Я поясню, почему якобы. Мы идем дальше. Мы смотрим у чеченцев. У чеченцев нет звука «ф», да? Как у большинства кавказских народов. И у них море. Фьорд. Фьорд. Ну, во-первых, понятно, почему заимствовано. Заимствовано, потому что, значит, море в ареале исторического прошлого вайнахских народов, моря поблизости нет. Поэтому оно заимствовано. Но оно заимствовано почему-то не у дагестанцев, которые живут на берегу моря. Не дагестанское название моря, а осетинское название моря. То, что это осетинское слово, это совершенно однозначно доказывается любым этимологическим анализом. И норвежские фьорды — это не что иное, как то же самое индоевропейское, общеиндоевропейское форд. Фьорд, да? По-астински ведь река форд, фурд — это не столько даже море, сколько большая река, в отличие от Саугадон. Да? Вот в отличие от простой реки, это большая река. То есть вот Неву, Волгу или Дон, просто Дон, значит, вот это и есть форд. И фьорд в норвежском, так сказать, в скандинавском смысле, это тоже залив, это протока, это глубокий залив из моря. Но возникает вопрос, почему, опять же, в этих языках формы, которые отражают не иронскую современную форму, а дегорскую. Более того, когда открываешь ингушско-русский словарик, он так и называется, потому что он небольшой, 1927 года, издан во Владикавказе. И как же там пастух по-ингушски? А там два слова. Вторым идет ингушское слово, по происхождению ингушское, вайнахское. А первым идет, с вайнахским обозначением смычно-гортанного увулярного «г», но идет «гоккас». Почему? Откуда вот эти дегорские якобы слова? У них есть еще вот такое понятие беркет. Беркет — это тюркское слово, это наше... Она дословно, это мифологические слова, дословно переводится, как они работают в мире. Дело в том, что и дуне, и беркет, и баракет, барачет и так далее, это все не осетинские слова, они наши общие заимствования из других языков, из тюркских, да. Значит, так вот, примеров такого заимствования из осетинского в эти языки десятки и сотни. Значит, и это позволяет нам реконструировать историю нашего языка. Во-первых, совершенно очевидно, что эти заимствования могли произойти только на определенном историческом этапе. На каком? Естественно, это не могло произойти в период с 15 по 18 век. В этот период наши предки, к сожалению, находились в очень плачевном положении. После разгрома Тимура, в самом начале 15 века, они вынуждены были остатки алан укрыться глубоко, высоко в горных ущельях. И на протяжении почти 3 веков выпасть из мировой истории. Это вот так называемые темные века нашей истории. Вряд ли в этот период наши предки, аланы и осетины, могли оказывать такое культурное влияние на соседние народы, чтобы передавать им десятки и сотни слов из своего лексикона. Совершенно очевидно, что это было на другом историческом этапе, когда аланы были в самой силе. Более того, давайте ответим на вопрос. Если мы обнаруживаем десятки и сотни слов осетинского, однозначного осетинского происхождения, заимствованными на востоке от дагестанцев, чеченцев и ингушей, и на западе
кабардинцами, черкесами, карачаевцами, балкарцами, абазинами, абхазами, то давайте ответим на вопрос, какую же роль должен был играть народ в этом регионе, язык которого повлиял на таком огромном пространстве, на такое большое количество языков. Совершенно очевидно, что это должен был быть лидирующий в политическом, в военном, экономическом смысле этнос, который оказывал такое мощное влияние на языки и культуру других народов. Более того, как показывает анализ, эти заимствования носят и сепаратный характер. То есть осетинские слова, которые заимствованы в ингушский язык. Есть осетинские слова, которые заимствованы в чеченский язык. Более того, есть осетинские слова, которые заимствованы в чеченский язык, но не заимствованы в ингушский. То есть это означает, что предки осетин в Средневековье контактировали с предками вайнахов не в той географической последовательности, в которой мы находимся сейчас. Это означает, что аланы в Средневековье контактировали с предками ингушей и чеченцев отдельно друг от друга. То есть имели прямые выходы и на чеченцев, и на ингушей, а не на чеченцев через ингушей. То есть есть десятки слов осетинского происхождения в чеченском, которых нет в ингушском. Это означает еще один аргумент в пользу того, что северокавказская равнина была аланской. И на этой равнине аланы простирались от берегов Черного моря до берегов Каспийского моря. И, соответственно, контактировали с каждым народом отдельно, напрямую. Еще один ответ на вопрос, который я уже озвучивал. Почему эти слова, которые обнаруживаются, датировка фактов языковых изменений в осетинском языке. Известно, что звук перешел в О в положении перед носовыми звуками М и Н. Именно поэтому древнеиранское Баану, то есть свет, стало осетинским Бон. Но была фаза Бану. И поэтому в средневековых текстах мы находим та-бан или та-пан хорс. То есть приветствие и в аланских фразах цеца. И когда молитва 8-го дня, есть такая молитва, значит, и на полях лекционария написано «Астаймак пан», то есть 8-й день. Это означает, что еще не перешло в Н. Когда можно... Да. Когда можно датировать этот процесс состоявшимся? А вот косвенным аргументом, опять же, является, или косвенным основанием для датировки, топоним, ближайший к нам с запада, река, название Аргудан. Конечно. Что такое дан? С адыгского Аргудан никак не этимологизируется. С тюркских, карачаевского, балкарского тоже никак. Как будет по-дегурски глина? Арха. Глинистая река. А обратите внимание, там все берега глинистые, так сказать. И, значит, Дан, в данном случае, все реки, большинство рек в Северной Осетии и в Северной Осетии большинство рек включают второй компонент Дон, да? То есть река. Дон по-осетински это вода, в том числе текущая вода, то есть река. И на территории, где осетины продолжали жить
После Средневековья они в свои гидронимы, значит, включили элемент дон. Ардон, там, Цайдон и так далее. Кстати, рядом поселение Салугардан называлось, рядом с Салук, Алагиром. ну здесь, это сейчас мы об этом тоже скажем. Но Аргудан, почему он не стал Аргудон или Аргидон? А потому что аланы ушли оттуда. А пришедшие туда косоги, пришедшие туда адыги, сохранили то название, это название реки в том виде, в котором они его застали. В котором они его застали. Потому что в кабардинском языке уже этот закон перехода А в О перед носовыми не играет роли. Он действенен только для астинского языка. Именно тогда Алан и перешло тоже в Аллон.